На повестке дня внеочередного президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» всего один вопрос – профилактика и противодействие коронавирусной инфекции, которая пугает жителей республики не столько выявленными случаями заражения, сколько необоснованными волнениями вокруг. Но, как уверяют собравшиеся, повода для беспокойства нет. В Ингушетии предприняты все необходимые меры по предотвращению появления вируса в регионе. Актив, который представляет собой партия «Единая Россия», они находятся именно в тесном контакте с населением. И было подчеркнуто, что необходимо разъяснить, прежде всего, что и в стране, и в республике действуют оперативные штабы, которые держат ситуацию на контроле. И еще раз заявить, и еще раз донести до людей, что прежде всего это уберечь себя от вируса, то есть принимать профилактические меры. Больше самого вируса проблемой может стать инфекция невежества, считают собравшиеся. В республике уже были случаи ложного сброса в социальные сети информации об обнаружении коронавируса в регионе. Чтобы такого не повторялось, необходимо усилить контроль на просторах интернета. Все те, кто слышит, видит такие новости в социальных сетях, должны понимать, что как раз-таки, опять-таки, и паника в соцсетях – это не наш товарищ в этой сложной эпидемиологической ситуации. И чтобы каждый понимал, что больше именно есть недостоверная информация в этих новостях, и не воспринимали наши жители вот эти новости. Волнующим оказался и вопрос повышения цен на продукты питания или вовсе их дефицита. Бояться этого не стоит, уверяют партийцы. По поручению главы республики в Ингушетии создана комиссия по мониторингу цен на рынках. Возглавляет его региональный Минэкономразвития, который объяснил, подорожание продуктов действительно наблюдается, но оно совсем незначительно и связано с тем, что сам поставщик завысил суммы на закупки. Дефицит не ожидается, не планируется, и, надеемся, его и не будет. На складах имеется, все будет поставляться. Просто массовый спрос показал, что прилавки опустели по ряду определенных продуктов. Вот, вопрос только времени, когда их опять наполнят. Говорили на совещании о едином дне голосования 22 апреля. Как считают в партии, ситуация с коронавирусом может повлиять на положительный процент явки избирателей. Так что им уже нужно начинать агитационную работу среди населения. Это основной закон страны, и все мы будем апеллировать именно к Конституции, когда возникнут те или иные вопросы в жизнедеятельности, в строительстве государства и так далее. Почему важно? Потому что мы всегда, если смотреть историю нашего народа, на важнейших направлениях, когда как раз были флагманами в решении проведения вот таких мероприятий. И если сегодня мы проявим такую солидарность, это будет только нам на пользу, а вы, как ведущая политическая сила, вы руководители исполкомов, председатели советов, главы муниципальных образований, которые непосредственно работаете с населением, от вас, конечно, зависит очень много, и, конечно, основная нагрузка ляжет на вас. Волонтеры как участники процесса по противодействию коронавируса. Еще одна тема, поднимаемая партийцами. Ими разработан проект коммуникации с пожилыми людьми, который направлен на оказание помощи одиноким бабушкам и дедушкам в случае распространения коронавируса в регионе. Молодежное крыло, молодая гвардия готовы помочь гражданам пожилого возраста и с лекарствами, возможно, с продуктами, если это понадобится, если ситуация дойдет до такого. Это и работа в социальных сетях, на сайтах, будет распространена вся необходимая информация. Также мы хотели сообщить, что для здоровья граждан наши общественные приемные переведены на работу в удаленном режиме, онлайн-режиме. Осторожность, организованность и знание проблемы – вот основные рычаги в борьбе с коронавирусом, уверены единороссы. Со своей стороны они приложат все усилия, чтобы не допустить его в республику. Жирадат Хулхоева, Адан Далаков, Новости 24.